Назвать видеоуроки скучными — это очень субъективное мнение. То есть для кого-то они интересны. Какие-то видеоуроки сделаны очень хорошо, и они слушаются вот на одном дыхании. Какие-то очень медленные, скучные. То есть там очень много учителей работало, больше 130 учителей работало. И, соответственно, каждый учитель со своим подходом приходил. А вообще преподавание, ведение видеолекции — это очень индивидуально. Каждый человек индивидуально это воспринимает. Поэтому как-то вот все под одну гребенку говорить скучные тоже неверно. То, что они длинные, чересчур длинные, да, для маленького ребенка, возможно, какие-то уроки были слишком длинными, возможно, была необходимость их делить, потому что мы, когда уже работаем над видео, поняли, что в некоторых предметах 2-3 урока были совмещены в одно видео. Вот. Не знаю, насколько это было правильно. Что мы сделали для того, чтобы вот просто облегчить процесс восприятия, да, для ребенка? Мы просто делили видео там, от 3 до 5 частей. Вот. То, что мы добавляем, да, внутри, интерактивные там, на видео задачи ставим, это все уже как бы наша инициатива для того, чтобы сделать процесс вот, просмотра видео не просто вот ты смотришь видео как кино, а чтобы он мог взаимодействовать, там, отвечать на вопросы, там, проверять свои знания, насколько он правильно все понял, или там кто-то, например, аудиал он слушает, а кому-то лучше там прочитать, для этого мы добавили текстовые материалы. Здесь у нас не было цели сделать их веселыми или интересными, да, потому что как бы, ты работаешь с готовым контентом, как бы, его переделать уже сложно, а наша цель была именно сделать ее более доступной, чтобы разные дети с разными способами восприятия, да, основными, чтобы они могли вот, без каких-то больших сложностей воспринимать информацию. Такая вот цель.